Медиков пустите осмотреть человека, оказать помощь. Снимай впереди лобовое стекло. Пустите, пожалуйста, откройте машину, чтобы медики могли оказать помощь медицинскому человеку. Вы слышите? Сейчас полицейские. Да, пожалуйста. Вместе тоже. Да, конечно. Они даже вместе не открывают, чтобы посмотреть человека, оказать медицинскую помощь. Пить? Дать вам пить? Можно человеку пить передать? Они даже пить не дают. Ну что за дела? Поэтому нужно искать. Нет, естественно, в состоянии здоровья. Не оказание медицинской помощи. Вызвать ему скорую. А он просил? Он просил. Мы подходили сейчас, они открыли окна. Он говорит, вызовите мне скорую. Когда мы заглянули, потом они закрыли окна, я начала стучаться, чтобы потом мы побежали к нам. Вызвали полицию, чтобы вам обеспечили доступ. Я ничего не делаю. А где полиция? Мы сейчас вот Вызывает скорую, я его обязана смотреть. Мне пофигу где, как. Если кого. Больной, дайте смотреть. Но если он обратился с медицинской помощью, его обязаны смотреть. У нас есть более высокие чины, которые вопрос будут решать. Я адвокат вот этого человека. Он не находился, медицинскую помощь надо оказать. Мы с ним разговаривали по телефону, когда он был еще в Егорьевске. Он говорил, что ему плохо, он просил вызвать скорую. На что, извините, сотрудники... Мы пока не владеем ситуацией, все узнаем. Да. На что мне сотрудники сказали, мы его сейчас в самолет посадим, а что будет дальше, нас не волнует. Вы нас вызвал адвоката, как бы больше никто ничего не говорит. Хотелось бы выяснить, мы вообще нужны ему. Не исключено, что не нужны. Вы хотя бы скажите. Сейчас посмотрят. Вставайте сюда, посторонние не ходите. Врача надо давление проверить. Здрасте. А что такое происходит? Подойдем. Я ответственный от руководства, замначальника полиции по охране общественного порядка. Да, адвокат, моя фамилия Медведев. Да? Есть у вас? Да, я требую врача, все, я требую врача. Потому что мне надо врач, мне давление 180 надо получать. Понятно. Я вообще, знаете, я оператор, я офицер. Я боевой офицер, который гражданин России. Ребята, ребята, Да, не сюда. да. Чтобы никто ничего. Если кто-то будет отбивать или еще что-то. У меня. Я должен предупредить. Давайте мы с вами определились чуть-чуть. Мы с вами правозащитники. Не надо. Правила есть правила. Хорошо, сопровождайте на расстоянии. Мы все взрослые люди. Не врядись. Да, Владимир. Чуть-чуть попозже. Все. Ага. Все. Ага. Хорошо. Ага. Все понятно. Пойдут они, потом это. Уважаемый адвокат, ребята за медпункт. Они, да. Блин, Тимака с первой медицинскую помощь, где ему ее оказывают? Где? Так, пожалуйста,
Я с вас Ладно. Вот здесь что на лифте поднимаемся, лицо там. Они вот дома сюда берут? Почему? Вдохнуть воздух, Пустите, пожалуйста. Вы сейчас... Вызывайте еще следующий. Это не имеет пункт, это бизнес-класс вообще-то. Это не имеет пункт. Это не имеет пункт. Это бизнес-класс. Нет, подождите. Нет, это не имеет пункт. Это не имеет пункт. Значит, здесь стерильная зона. За ограждение выйдите, пожалуйста. Руки уберите, пожалуйста. Руки уберите, пожалуйста. Выходим за Руки ограждение. уберите. За ограждение Руки выйти, уберите. Это все передавать, Зона понятно? транспортной Все, я безопасности. передам. Бизнес-класса. Они обманули его, что они идут на обследование. Тоже не пустили. Ему не оказали медицинскую. Они никому не будут ничего указывать, заказывать. Спасибо. Ага, спасибо. Вам нужно обратиться в пресс-службу МВД. Я уже обратилась в не службу владею безопасности информацией МВД, но вы сопроводили туда человека. То есть человек сейчас сажают в самолет в таком А если вот, видимо, да? Вот эти кто? стояли. Куда мы его довели? Где мне сейчас искать правду? Он находится в тяжелом, для него в плохом состоянии. Мы просили оказать медицинскую помощь, а его просто в сопровождении медиков ему помощь не оказали. Вы не можете, как его адвокату, сказать, где мне его искать, откуда мне узнать, оказана ли ему помощь? Адвоката просмотреть, в каком состоянии, где искать. Он уехал? Улетел? Главный врач. Очень приятно. Да, я знаю уже вашу ситуацию, уже весь аэропорт в курсе вашей ситуации. Вы адвокат? Вы слишком активно действуете, хотя знаете прекрасно законы. Я вам... Как понять активно? Сейчас. Не действую, ничего. В рамках закона. Коллеги. Не, в рамках закона. Можно я с кем-то одним буду? Вы выберите, кто... Ну давайте по очереди. Я человек, никто не снимает. Что, как? Я не занимаюсь вашим темой. Я занимаюсь медицинской службой аэропорта и всей корпорации. Поэтому я вам говорю, что, пожалуйста, все, что надо, все, что имеет право вам сказать врачи, не скажет, все, что не имеет, не скажет. Так нам врач ничего вообще не говорит. Ну, если правильно знаю, им же занимается отлет, не врачи занимаются. Насколько я понимаю, к нему вызвали вашу девушка. Подождите, я какой диагноз? Мы не можем сказать это при вас. Вот так. Во, это секретно, что ли? А родственникам тоже нельзя? Пусть сын Я с вами должен пойдет. знать, что это родственник, иначе тоже не имеет Все, права. покажи паспорт. документы. Паспорт покажи. Не, покажи Уважаемый, у нас паспорт. Как по вы говорите? закону как раз Подождите, родственники пожалуйста. предоставляют Мы информацию. предоставим, но я же не юрист, чтобы проверять. Ну, подождите. Нет, вы говорите, близким родственникам нельзя. Вы Диагноз? хотите, чтобы я помог? Подождите минуту, пожалуйста, ладно? Родственник. То, что наша часть медицинского касается, по его жалобам ходил к нему наша бригада была выслана. Все, что я могу сказать, я вам не диагноз сказать ничего не могу. Сколько насколько Она была было? высокая, она нормализовалась. Высокая это сколько? Я не могу вам сказать цифру, потому что это все медицинская информация. У меня она есть. Но вы не можете сыну сказать, какая это Мне информация? нужно, я же буду проверять документы. А что мы я должны же, приобщить одну к секунду. запросу? Чтобы вы дали запрос? Ну, да. Я же не вижу. Но вот вы нам говорите, что сейчас вы не имеете Ну, права сейчас, выполнять. нет, Хотя только... здесь присутствует сын. Ну, я же не могу проверить. Давайте мы Документы сейчас точно напишем знаю, заявление. что Сын, не Вот сын, это это спрашиваю, же вы нам свидетельство о отписку не рождении. дали? Ну что, свидетельство о рождении запрос? Или Ну, паспорт? наверное, да. У нас, у нас же корпорация, компания, да, мы же не частное медицинское подразделение. Какое свидетельство о Ну рождении? хорошо. У нас Все равно с собой. я пока не получу решение своих юристов.
ну, я не имею права, понимаете? Вы даже родственникам не имеете права? У меня все письменно происходит, понимаете? Я поняла. Сейчас вам досик напишет письменное заявление. Вы дадите это справку? Я нет, потому что я должен согласовать Но не вы, тот человек, юридической который да, обследовал. вы не понимаете, я отвечаю за него. Я ничего. У нас есть официальная юридическая служба в корпорации. Вам нужно будет к нее обратиться. Только на основании этого медицинская служба. Обращаться за тем, чтобы нам предоставили информацию по медицинскому человеку. Все логично, все хорошо. Потому что А я вот должен это- быть уверен в юридической защищенности нашей деятельности. Был высокий, Было получается? высокое, сейчас нормализовалось. И вы вот с высоким давлением дали добро, и Нет, вы оно, посадили самолет. оно нормализовалось. я А говорю. нормализовалось за какой период, если самолет уже взлетел, получается? За то время, пока был врач с ним. А оно что вы делали? Вы нормализовалось. укол делали, вы что, таблетки давали? Это уже медицинская процедура, я вам не могу сказать. А давление, что вы дали Стало разрешение? нормальное давление, Нормальное которое давление, позволит... по-вашему, это сколько? Насколько, по-вашему, нормальное давление? Можете мне сказать? У каждого человека разное давление, правильно? знаю, ну- Вот у этого человека, как вы выяснили, что у него нормальное давление, ему позволили сесть в самолет? Можете сказать? Стал себя чувствовать хорошо. Не, а как? Это с его слов или с ваших выводов? С его слов? А у вас Слов расписка из есть? наших показаний. Не, хорошо. А у Показатели, вас которые мы- расписка есть, что ему, с его слов ему стало Может, лучше? знаете, Мы бы не посадили... Не, мы- как, не подождите, вы говорите с его слов. У вас расписка есть, что ему хорошо, он претензий к вам не имеет, готов вылететь. У вас есть такая бумага? Ну, значит, вы без разрешения отправили его с ваших Вы слов, не с его слов, перестаньте извините нас меня. чем-то обвинять. Ну вы не говорите, какой Мы не оказали можем вам помощь. сказать, потому что мы не знаем, кто вы. Еще раз. Вам показали Я даже- удостоверение, я даже не буду- адвокат, я не буду- дети. Я не буду Дети, смотреть. покажите мне, кто вы. Вот смотрите, это его сын. Я не юрист. Ну при чем тут Здесь юрист? не Как нужно, вас зовут? Александр, здесь не нужно Александр, юридического покажи. образования. Можно... Нет, вы близким родственникам не говорите ничего. Вы говорите, нормально нормализовалось. Как У понять? меня был сложный день. Можно я договорюсь? У нас вообще был сложный день. Я Вы догадываюсь. верите нам? Ну, вы же меня спрашиваете, можно я отвечу? Ну, вы нам не ответили, какое давление у него потом Я не стало. вам скажу, я вам не скажу вам цифры. Ну, а, Это как вы его личное. выяснили, что у него нормальное давление? Можете сказать? Я предоставлю все, что я должен, когда у меня будет запрос. Понимаете? Начальник медицинского отдела аэропорта Домодедово или как? Можете так написать. У нас предприятие Домодедово пассажир-терминал. Так называется официально. Может, на Домодедово пассажир-терминал. Это ООО или что? О. Я письменно подтвержу, когда у меня будет письменный запрос. А сейчас устно вот. Я же сказал. Что он жаловался еще? Сколько Давление нормализовалось. Стало слушай, я прекрасно понимаю, что вы переживаете за своего родственника. Поэтому я говорю, что давление, А что еще надо? давление, что он еще сахар, конечно, жаловался? обязательно. Конечно, давление у него нормализовалось, сахар у него не критично высокий, все нормально. То есть высокий, но не критичный. Точно. А на что он еще жаловался? Конечно, обязательно. есть сахар На и все оборудование давление. есть. Да. Сахар и давление было высокое. Давление нормализовалось, оно после приема медикаментов А нормализовалось. Сахар, я точно не знаю, каких цифр нормализовался, но не критично. Для того, чтобы пойти вам навстречу, я вам объясняю, что жалобы, конечно, были, поэтому мы все обязательно рассмотрели внимательно, потому что, На самом деле у человека было же высокое давление. конечно, и оно нормализовалось после того, как мы используем медикаменты с его же согласия. А есть гарантия того, что она не поднимется? Нет, если он нервничает, как у любого человека, на фоне стресса, ну вы же сами прекрасно знаете, Нет, любой не медик знает, может скакнуть. Я поэтому спросила. Конечно, ведь я сейчас вы могу... даете гарантию, что ему там не Никто станет? гарантии не даст. Гарантию даст только... С родственником говорит, нам же как-то нужно информацию получить. Я понимаю, но я же не просто так. Занималась полиция. Как только нам разрешили, мы тут же пошли оказывать помощь.